Это дым, говорит, у меня, говорит, в ванной и на кухне, говорит. Воскресный вечер чуть было не оставил без жилья. В половине восьмого, как только почувствовали запах гари, соседи постучались в 42-ю квартиру, но тщетно. Хозяина не было дома, а войти под силу только пожарным. Дверь начали, и он бежит там. Я говорю, он бежит вон. И потом не резали уж дверь. Дверь закрыта, но с улицы видно, какой стала кухня. Обуглившийся холодильник такого же черного цвета, как и стены, хватило одного точного удара молнии. Дания Гимадиева видела, куда бил разряд, в сетку забора у дома, что как магнит притянуло к себе удар за ударом. Очаг. Даже, а куда он потом пошел? В какую сторону? Не заметила. В Сабинском районе молния ударила в сток сена. Света было столько, что иголку можно было найти. Чуть менее часа понадобилось пламени, чтобы расползтись на 70 квадратных метров. В Дрожжановском и Алькеевском районах молния сожгла жилые дома. По словам МЧС, этого можно было избежать. Обезопасить свое жилище от последствий грозового разряда, от удара молнии поможет молниезащита. Спасатели замечают, самое уязвимое место жилого дома там, где входят провода, поэтому необходимо заземление. Но энтузиасты ставят даже свои молниеотводы. Вот это часто лишнее, замечают ученые. Если вы поставили молниеотвод, вот молниеотвод, вероятность того, что молния попадет именно сюда, больше, чем если бы его вообще не было. Поэтому, ставя молниеотвод, вы притягиваете молнию в какой-то мере. Только за ночь молнии стали причиной сразу 6 пожаров, и дождливый сезон пока не заканчивается. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.